Была у нас соседка, назовем ее Надеждой. Я ее помню совсем пожилой. Ходила она с клюкой, ноги у нее болели, давление прыгало. В общем, не любила она днем оставаться дома одна и часто стучала своей клюкой в нашу дверь. Хотела, чтобы с ней посидели, пообщались, успокоили. А уж к вечеру собиралась дома ее многочисленная семья. А тогда, в конце войны, не была она еще ни старушкой, ни нашей соседкой. Жила с семьей в Тынде, это Амурская область. Отчаянно ждала вестей с фронта. У нее там пропал без вести брат. Вести не приходили, и тогда Надежда с матерью отправились к колдуну. Был в округе один такой мужик, в котором шла слава ясновидца. Жил в частном доме, старый или молодой был, не знаю, а за подробностями уже обратиться не к кому. Соседка умерла давно. В общем, старый молодой колдун встретил гостей, усадился, стал расспрашивать, с чем пожаловали. Они рассказали о пропавшем брате и сыне. Жив ли, что с ним, где он? Мужик покивал, позадавал уточняющие вопросы, потом вдруг поинтересовался. «Встать можете?» «Ну, конечно», — растерянно сказали Надежда с матерью, и словно в доказательство попытались встать. А не тут-то было. Команду мозг отдает, а тело не слушается. Сидят как пришитые, испугались. Мужик довольно кивнул и говорит: «Сидите, сидите, вон на стену смотрите внимательно». И вот сидят они как в трансе, ковер смотрят, хотя скорее всего не ковер, а просто стенку деревянную. И видят они на этой стене примерно как на киноэкране, только смутно как-то, странно. Город с виду европейский, брата Надежды на улице, только увидели его, как видение погасло. «Ну что?» — любопытствует колдун. «Живой?» «Вроде да». Сходу они ему не поверили, усомнились. Подумали, вдруг это что-то вроде морока, гипноза, а на самом деле брата и в живых нет. Но когда война кончилась, брат объявился, живой и здоровый. И да, его часть действительно дошла до Европы, фашистов гнали.